На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Против законопроекта об апартаментах как антинародного. Обращение к Народному собранию Абхазии подписали около 2000 представителей абхазской диаспоры в Турции. «Абхазская броня». Премьера документального фильма состоялась на культурно-деловой платформе «Гума» в Сухуме. Дамба от World Vision. В селе Киласур завершены берегу укрепительные работы. Начнем с международной ситуации. Меньше чем через сутки после обострения ситуации в Нагорном Карабахе власти непризнанной республики объявили, что договорились с Азербайджаном о прекращении огня, сообщает РИА Новости. В заявлении подчеркивается, что соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в Минобороны Российской Федерации и Азербайджанском военном ведомстве. Минобороны Азербайджана сообщает, что договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий достигнута на следующих условиях. Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они оставляют боевые позиции и воинские посты полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана. Реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами. При этом уже вечером 20 сентября Минобороны Российской Федерации сообщила о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Их автомобиль попал под обстрел при возвращении с наблюдательного поста. На месте работают российские и азербайджанские следователи. К новостям в республике. Близится к завершению работы по реконструкции Красного моста в Сухуме. К 27 сентября, 30-летию освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии, все работы будут завершены. По словам главы столичной администрации Беслана Эшба, этот мост относится к памятникам историко-культурного наследия и имеет особое символическое значение, так как именно здесь 14 августа 1992-го абхазские ополченцы приняли первый бой. Специалисты произвели пескоструйную обработку перил моста, очистили их от старой краски и лака, восстановили элементы декора, уложили тротуарную плитку по обеим сторонам моста, обновили фонарные столбы и электропроводку. На Абаза ТВ продолжается проект трансляции хроник Отечественной войны народа Абхазии, подготовленный военным корреспондентом Тали Джапуа. Сентябрь пежилара авпапиамыш. Каман гума пехар хартыча. Каман пехцурет кыларта. Утрахем бейтахаз шабалюкаден. Утрахем бейтахаз и жифико. Я хаян барача за потому что я финал, но я разбираюсь, я хочу нырцать. Лици. Это совсем медами. Уара еще больше за главным другом скрара хребто. ما بحاجة حاجات. Машина купит скома, машина купит скота, купит хамок. идет все созывая скапивом. Скота скапчебьё. Если хаги хабати. В нашем эфире смотрите 4-й документальный фильм Тали Джапуа о сентябрьской наступательной операции на Гуместинском фронте. Более 200 человек отправились из Нальчика в Абхазию на отдых. Это семьи погибших добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии. Они также посетят места захоронений родственников, погибших в ходе освободительной войны в республике, и примут участие 30 сентября в торжествах по случаю Дня Победы. На площади Абхазии в Нальчике собрались члены семей абхазских добровольцев, представители власти и общественных организаций. Они провели митинг и возложили цветы к памятнику тем, кто отстоял
отстоял свободу Братской Республики в ходе вооруженного конфликта в 92-93, сообщают «Вести Кабардино-Балкарии». Представители абхазской диаспоры в Турции Эрфан Ахучба, Саяни Этлух и Явуз Гумба на пресс-конференции в Сухуми высказались против принятия законопроекта об апартаментах как антинародного и угрожающего независимости страны. Эрфан Ахучба подчеркнул, что инициативная группа Абхазии направила обращение в адрес депутатов парламента республики. В обращении, которое подписали около 2000 представителей абхазской диаспоры, в Турции содержится требование полного отзыва законопроекта. Они обращают внимание депутатов на то, что против законопроекта выступает широкая общественность, ученые, юристы, экономисты, экологи, специалисты в разных областях. Под обращением поставили свои подписи 50 общественных организаций, представляющих диаспору. Атом капитал ала, атом фирма корыла, наске атом усуюча жнапала иргыланы ацухтанги, атом уа яр хораны ико арт апартаментка апсны демография тагыла заша хнырхуша зман абхастауа шанато ария юза хамюфбеша нак апсны политикат яйреко шархошава наске хунткаррача хнапхгарак мышква хчыдзла аканза хашнанаго аззара хшуицкела язнеева заки ичачадза ирбар топхуна хасхуцвей кыряпсо хашша ванзеги ишазгвахтаху эпш ария юза закон хапсадгил акамзаре руха юкныргыларыны ишико яртны яхбарту уямшалыги пейпш хнырхуша змам абхастауа азтараны юко азакон ала шыржаначка япсамха чауала мап ачахкуй хара хақиқазалаги гук псикала хрыдхулок хапсадгил атахраква убриякын хапсадгили хававилари иридхуло аззараква чымт харанты рухапша азин хамадзе. Видеоотчет с пресс-конференции представителей абхазской диаспоры в Турции смотрите после выпуска новостей. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс запустил проект «Письмо». Он объединяет письма участников и свидетелей войны, адресованные родным и близким. Истории военных лет зачитывают сотрудники ВААК. Смотрите выпуски проекта «Письмо» в нашем эфире. Премьера документального фильма «Абхазская броня» состоялась на культурно-деловой платформе ГУМА в Сухуми во вторник, 19 сентября. Картина была снята в рамках проекта Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и организации Алашера о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Амазера. Элеонора Гилаян расскажет о презентации и кинокартине. Археологические расследования и скрупулезная работа наших историков и мастеров позволит нам сегодня окунуться в прошлое и посмотреть, как же выглядела Апсильская армия в расцвете своих сил. Ведущий в фильме исследует историю крепости Цибилиум. 1500 назад апсилы были могущественным народом, охраняли караваны шелкового пути, воевали с персами и арабами. В фильме «Абхазская броня» на вопросы ведущего отвечают исследователи Шандор Кайтан и Дмитрий Счастный. Первые попытки изучения археологического наследия Абхазии были предприняты в конце XIX века краеведами и российскими археологами. В это время довольно часто люди приносили случайные находки, которые обнаруживали на территориях своих приусадебных участков, и эти предметы поступали непосредственно в музей. Многочисленные археологические находки, более 100 экземпляров, были найдены еще молодым тогда школьником Юрием Николаевичем Вороновым. После чего начались системные масштабные археологические исследования цибильдинских могильников, которые возглавил первый профессиональный археолог абхаз Михаил Маметович Трапш. Почти 10 лет им велись непрерывные раскопки, в результате чего был собран огромный материал археологический и впоследствии опубликована целая монография по цибильдинским могильникам. Там был собран значительный материал, который расширил наше представление о Цибильдинском.
Собственно, идея реконструкции апсильского доспеха пришла к абхазскому художнику Баталу Джапуа после знакомства с артефактами, найденными на раскопках крепости Цибилиум археологом Юрием Вороновым. В фильме Батал Джапуа рассказывает о том, что в древние времена образ абхазского воина был ярким и запоминающимся. И вот апсильский доспех, он решен именно вот так. Это более трудоемко. Ну, как мне кажется, мы еще там в бою его не пробовали, но мне кажется, это очень надежно. И в то же время, ну, скажу так, угрожающе очень смотрится. У тебя клинок противника не может соскользнуть и уйти в голову, если нижний удар. Если так, он вязнет, останавливается, он не может какие-то рикошетные движения, наверное. Но это все предположения, которые надо проверять. Ну, вообще, это первый фильм вот на такую тему. Просто, ну, насколько возможно, углубились в такой коротком формате, имея, в общем-то, немного артефактов, так скажем. Это вот первый доспех, ну, может, кто-то делал, не знаю, до нас не дошло. Я имею в виду реконструкцию. Но для меня, я не знаю, что это такое. Ну, как-то свою историю, свой народ больше стал уважать. Потому что сделать такое, с этим защищать себя, родину там. Тогда, я не знаю, было слово «родина», но что-то же было, то, что они считали своим. Вот. И достичь определенных уровней, не слабых, технологических. У Воронова написано, что по своему времени вот, это оружие было передовое. То, что вот апсилы и абазги использовали, передовое вот во всем свете. Как бы, да, известно, в эти времена в других местах оружие было даже местами слабее. То есть вот для меня вот такое, я для себя сам открытие делал, потому что это же тысяча неизвестных вещей. Там ты получил одну пластинку, потом используя как бы опыт других народов, артефакты, которые более-менее сохранившиеся, опираясь на реконструкции других, значит, людей, вот, и собрать доспех. В ходе съемок фильма доспех был протестирован на прочность. Мы находимся на стрельбище в Ачадаре. Это стрельбище, где тренируются клуба ФРХ, стреляют из традиционного лука. И сегодня у нас небольшой тест. Потал Шибзевка. Потал, прямо передо мной я вижу кусок из брони, из доспеха. Ну, сейчас у нас будет тест. Мы будем бить, стрелять. Абсолютно 100% был уверен. Я абсолютно 100% уверен, потому что я не верю художественному фильму в этих вопросах. Художественные фильмы, это все рубится, там колется все, вау-вау, умирают. Но если читать стратегиконы или же хроники и летописи вот, древних войн, древних авторов, ты там понимаешь, что это все не так просто. Хорошо вооруженного воина победить, сокрушив его доспех, но очень сложно. Вы должны хорошо знать, через что прошли ваши предки, знать их культуру, этику, эстетику войны. Это действительно реальная история, да. И только после этого вы можете там быть, значит, наравне с передовыми технологиями и так далее. Я так понимаю. Потому что вопрос не освоения технологий, а о мотивации воина. Если нет мотивации, никакой танк вам не поможет, самолет, это ничего. Если нет мотивации, значит, вы пустой человек, вы трус. Режиссер Дауд Логуа рассказал, что сам был очень заинтересован историей, которую взялся рассказать зрителю. Каждый раз в проектах, которые мне самому очень интересны, главная задача узнать что-то новое в первую очередь для себя. А если я в этом проекте что-то узнал, то я смогу это рассказать и показать дальше. И как я и говорил на самой презентации, увидев, как Батал ее собирает, мне стало безумно интересно, что это, откуда это, как оно к нам попало, да, и что это собой представляет. И это и было самой такой важной целью, движущим мотиватором, что такой формат фильмов, да, он немножко исторический, немножко документальный, немножко развлекательный. И мы решили вот такой формат сделать, объединить все это в таком формате, в современном, я думаю, будет динамично и интересно смотреть. Очень сложно характеризовать вот это ощущение, когда ты хочешь притронуться к чему-то вроде бы твоему, но такому давнему, древнему, историческому. Стрельба из лука отдельно для меня это какой-то вид медитации и открытию каких-то генов, которые там есть.
И опять же, благодаря Баталу, несколько лет, как мы увлекаемся лучной стрельбой с моими друзьями, и также был безумно интересен сам тест, потому что мы знаем физику лука, мы знаем физику стрелы, и вот проверить, как это все работает, было таким детским азартом. И я думаю, в голосе Батала тоже это слышно в самом фильме, как он видит, что эта броня выдерживает. Проект Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и Международного объединения Алашара о нематериальном наследии Абхазов и Абазин длится уже несколько лет. Начну с того, что мы все очень довольны данным продуктом. Вот, это не первый фильм наш с Даутом Логуа. Сам проект был запущен еще в 2020 году. Автором идеи является председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Хабалевич Игзеков. Первый наш фильм был, это даже не фильм был, а ролик про абхазские танцы. Режиссером тогда выступал Тимур Гагискири. Потом у нас был второй ролик про Нарта Арыштабич, называется, это про наши традиционные национальные инструменты, которые исполнял оркестр имени Утара Хонсария. Тогда тоже выступал режиссером Даут Логуа. Потом у нас был фильм про ножи наши национальные, про песнопение. И вот в этом году у нас тоже запланировано несколько фильмов. И это первый фильм в этом году по проекту Амазар, как я уже говорил, про абхазского воина. То есть в цикле про абхазского воина мы сегодня рассказываем про абхазскую броню. А самое главное, скажем так, идея и цель этого проекта – это популяризация нашей культуры. То есть через фильмы, через интернет-технологии рассказать о глубинных смыслах наших традиций, нашей культуры. Фильм «Абхазская броня» можно будет посмотреть на сайте ВАК уже в ближайшее время. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. Официальная информация. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с 33-й годовщиной со дня провозглашения Республики Южная Осетия. В поздравлении, в частности, сказано: «За эти годы руководство и народ Южной Осетии, успешно преодолевая трудности и вызовы, продемонстрировали высокий уровень единства и солидарности. Ваше упорство и выдержка на пути строительства государственности являются примером служения Родине истинных патриотов. Уверен, что братская Южная Осетия будет продолжать развиваться и процветать, создавая лучшее будущее для своих граждан. Абхазию и Южную Осетию объединяют особые отношения и общее историческое прошлое. Убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет развиваться и в будущем во имя процветания наших республик». Конец цитаты. Спикер парламента Алаша Ашуба поздравил председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова с Днем Республики Южная Осетия. В поздравлении, в частности, говорится: «За прошедшие годы Республика Южная Осетия преодолела немало испытаний и отстояла независимость благодаря сплочению, героизму и стойкости народа. В основе отношений между Абхазией и Южной Осетией глубокая дружба, уважение, взаимопонимание и поддержка. В этот день мы вместе с вами воздаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за свободу Южной Осетии. Всегда помним о подвиге юго-осетинских добровольцев, погибших за свободу абхазского народа». Сухумским школам передали учебники для 8-9 классов. Министерство просвещения завезло более 32 тысяч учебников для 8-9 классов. Глава Минпроса Инал Габлия рассказал о том, по каким предметам учебники и кому они будут переданы. Сегодня прибыла еще одна партия учебников для 8-9 классов, 32 749 экземпляров. Это учебники по русскому языку и литературе, истории России и алгебре. Выдача учебников началась с сухумских школ, получат их и все районные школы. Министр культуры Даур Кове поздравил директора Национальной библиотеки Бориса Чолария с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: «Под вашим чутким руководством Национальная библиотека действительно стала национальным информационным центром, настоящей хранительницей культурных ценностей нашего народа. За время вашего руководства значительно расширились и укрепились международные связи библиотеки. Вы претворяете в жизнь множество интересных проектов, направленных на углубление знаний, формирование и становление молодого поколения будущего нашей страны». Конец цитаты.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств фонда репатриации направлено в Сухумский городской суд. Речь идет о 7 эпизодах хищения денег путем мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере на общую сумму 62 миллиона 689 тысяч 562 рубля. По уголовному делу проходят бывший министр по репатриации ДБАР Беслан Андреевич, директор РОО «Ремстрой-2012» Лакербай Амиран Георгиевич, инженер по технадзору фонда репатриации КОВИ Денис Романович, директор РУП ЖЭО Госкомитета по репатриации Ахба Заур Владимирович, главный инженер РУП Госкомитета по репатриации Пшанава Давид Халилович и ИП Цвижба. Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали. Акция за безопасность дорожного движения, организованная Управлением общественной безопасности МВД совместно с отделами образования районных администраций, продолжилась 19 сентября в Ткварчале. Как сообщает пресс-служба МВД, школьники приняли участие в профилактических мероприятиях вместе с сотрудниками ГАИ. Юные борцы за правопорядок призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Эстафета передается в Ачимчеру. Абаза ТВ продолжает серию лекций, посвященных правам человека. В 7-м выпуске председатель детского фонда Абхазии рассказывает о ювенальной юстиции и проблемах защиты прав детей в условиях отсутствия специализированного правосудия. Сегодня вот у вас здесь были уже несколько спикеров, которые говорили о правах человека. Но сегодня мы с вами поговорим о правах детей и о том, как нужно нам их защищать, и как это важно для нашего молодого государства, которое, как бы там ни хотелось кому-то, но мы стараемся встать на демократический путь развития. И если мы хотим действительно создать демократическое, свободное, цивилизованное государство, то права детей в первую очередь должны стать приоритетом для всех абсолютно, я имею в виду и для государственных структур, и для неправительственных и так далее. Но вот я хотела бы сказать, знаете, читала, что то государство, в котором дети в первую очередь, потом старики и люди с ограниченными возможностями, или же люди, которые представляют национальные меньшинства, или же какие-то вот, бывают еще особенные же ведь и люди, и дети, и так далее. То есть если государство оказывает им заботу и заботится о них, то это государство цивилизованное, понимаете? Так что я думаю, что мы, в принципе, мы находимся на правильном пути в том смысле, что мы хотя бы говорим об этом и стараемся изо всех сил сделать так, чтобы эти дети имели достойное существование, достойную жизнь и так далее. Но очень часто бывает так, что, к сожалению, не все, что прописано в нашей Конституции, особенно во 2 главе, вы знаете о том, что у нас одна из очень таких прогрессивных, я считаю, конституций, в которой 2 глава полностью посвящена правам человека и свободам. Лекцию «Правосудие для несовершеннолетних. Как гарантия защиты прав детей» смотрите в нашем эфире. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава с 2-дневным рабочим визитом находится в Республике Ингушетия по случаю празднования 25-летия образования Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. Программа официального визита началась с посещения мемориального комплекса «Мемориал памяти и славы» в городе Назрани и возложения цветов у Вечного огня на мемориале памяти и славы Ингушетии. Затем в администрации президента Махмуда Али Калиматова состоялась встреча главы республики с гостями, руководителями зарубежных региональных палат и субъектов России, в которой в качестве почетного гостя приняла участие глава ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава.
В селе Киласур завершены берегоукрепительные работы, направленные на защиту жителей от паводков и наводнений. Часть работ реализована администрацией Сухумского района. Вторую часть, а именно возведение дополнительной укрепленной дамбы, взяла на себя международная организация World Vision. При поддержке шведского агентства по развитию и ПРООН за последние 2 года организация реализовала аналогичные мероприятия в 11 селах Сухумского, Гулрыбского и Ачимчирского районов Абхазии. Посмотреть на результат их труда ездила Надежда Боровикова. Последние несколько лет жители села Нижний Киласур Сухумского района все чаще страдают от наводнений. Река Киласур выходит из берегов не только во время весенних паводков, но и в любое другое время года от обильных продолжительных дождей. Наводнения здесь страшны не только тем, что затапливают дома и огороды, лишают жителей возможности выйти из дома порой до 20 дней, но главным образом потому, что большая вода приходит внезапно, и это уже приводило к трагическим последствиям. В прошлом году у меня дети возвращались со школы, резко вышла речка, автобус их высадил, развернулся, уехал, они были без телефонов. Мой дивер, слава богу, шел вместе с ними, потому что мой 9-летний ребенок подскользнулся на камне в воде, и его потащило. Вот дивер за ним прыгнул, вытащил, это был март, то есть тяжелые куртки, портфель, он бы сам не смог выбраться. Я, естественно, ничего не знала, пока они не пришли домой. Где-то через пару месяцев после этого случая опять речка вышла, и у супруга моей соседки, он возвращался тоже с работы домой. Тут видит, на него просто летит эта речка с камнями совсем. Он выскочил с машины, забежал на гору, машину унесло. Потом машину МЧСники вылавливали, вытаскивали. В общем, речка очень опасная. Позапрошлом году здесь мальчик 18-летний умер. Вот тоже его потащило, и все. Спасти не смогли. По дороге в село, по большим валунам, понятно, как близко подходила вода к единственной дороге. Глава района Геннадий Аргун рассказывает, что во время наводнений спасают только лошади. На них заблокированным жителям можно привезти еду и воду или в экстренном случае доставить людей в больницу. Тяжело, когда такая ситуация складывается раз в несколько лет, но когда село затапливается несколько раз в год, это становится невыносимым. В связи у нас речки, люди уже не хотят сюда. То, что она в год 2-3 раза поднимается, вода поднимается. Вы сами уже видите, что у нас почти полсела нету. Даже было вот такой дамбы, вот здесь 2 штуки, которая стояла, снесло. Вот здесь большая была мост, как вот тросовой. Бахбаран, это до войны это было, тоже вода как поднялась. И ушло это все. За помощью глава села Геннадий Аргун обратился в администрацию Сухумского района. Там к изучению проблемы подключили ученых-экологов. В нашу организацию поступило письмо от Алхаса Заурыча Читанала о том, что с просьбой выдать заключение на проведение противопаводковых мероприятий. При взаимодействии с Институтом экологии Академии наук Абхазии мы осуществили выезд. В ходе выезда было установлено следующее. На данном участке реки Киласур образовалось препятствие в виде скопившегося на этого материала, в связи с чем часть русла была направлена на правобережную часть. Образовался канал длиной около 10-15 метров. В период паводка он подтапливал сельскую дорогу, линии электропередач, а также сельхозугодия, расположенные на правобережной части. Проведя весь этот анализ, после натурного осмотра нами было подготовлено заключение, на основании чего глава администрации Сухумского района они начали уже проводить противопаводковые мероприятия. Часть работ выполнили за счет средств Сухумского района. Расчистили русло, подняли берега, перекрыли канал, по которому вода поступала в село. Но место прорыва нужно было укрепить дополнительно, а это довольно дорогостоящие мероприятия. Поэтому к проблеме подключилась международная организация World Vision. При поддержке шведского агентства развития и ПРООН последние 2 года World Vision реализует проект по защите жителей абхазских сел от наводнений. Мы информацию получили про это село, что есть большая проблема у жителей села от главы администрации Сухумского района. И на самом деле, когда мы первый раз вошли в это село, ущерб, который наносит эта река, размеры, которые переворачивает огромные глыбы эта река, впечатляет. И истории этих людей, которые неожиданно постигла эта беда, она тоже, конечно, очень впечатляет. И поэтому мы решили оказать им помощь. Здесь проведены мероприятия огромные, которые, я как надеюсь, будут долго служить
служить им и будут поддерживать этих людей. При участии тех же экспертов-экологов была разработана концепция дополнительной защиты, специального сооружения, которое укрепляет место прорыва реки. World Vision профинансировала покупку, транспортировку и установку тетраподов, из которых сделана конструкция. Стоимость работ – 2 миллиона рублей. Были возведены дамбы, но в месте прорыва там и нехватка материала, и очень слабое место, было решено использовать тетраподы. Поэтому за основной дамбой была сделана дублирующая дамба из тетраподов в количестве 65 штук. Тетраподы Т3, это трехтонки, которые были уложены в 2 ряда, были обвязаны каждый между собой и отсыпаны материалом. В рамках проекта организация World Vision в 11 селах Абхазии с целью повышения устойчивости населения к климатическим рискам реализует не только берегоукрепительные работы. Это тренинги для местного населения с работниками МЧС об оказании первой помощи и мерах по защите от наводнений, а также устройство эвакуационных центров с едой и спальными местами, где люди, попавшие в беду, могут находиться несколько дней. Главная цель проекта, реализуемого World Vision – снижение риска стихийных бедствий и их последствий, а как результат – повышение безопасности населения. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Немного о спорте. 22-24 сентября в Сухуми пройдут 20-е юбилейные международные соревнования по самбо «Кубок Победы», сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Международный турнир посвящен воинам-интернационалистам и 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Сергея Багапш. Открытие турнира состоится 22 сентября, начало в 11:00. Организаторы Госкомитет по делам молодежи и спорта, Управление по делам молодежи и спорта администрации столицы и Федерация самбо Абхазии. Сейчас о погоде. В четверг, 21 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.